быстро, взяли. Без прав. Без прав, правда, это да, в поле. Он же у меня на дороге родился, поэтому он гаишником стал, наверное. Вот это патрульный автомобиль, вот на таком мы ездили. На панели была скорость 40 км в час. Камеры не было, и сотрудников не наказывали. Ремень? Нет. Ну, ремень был. Ну, он и Взятки предлагали? Предлагали. Быть на больших скоростях – это, по сути, его образ жизни. Но разогнаться в буквальном смысле он позволяет себе только на горных склонах. За темной маской тот, кто не признает тонировки на стеклах. Ведь симпатичные парни, как заявил он однажды, не тонируются. Поэтому даже будучи на таком спорткаре, где под капотом 600 лошадей, стритрейсеру от него уже не скрыться. Доброе утро, мой отмажешь. Как дела у нас? Так что по обстановке у нас 10 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек погиб, 11 получили телесные повреждения. На работу полковник Гильмудинов всегда добирается без пробок. И дело вовсе не во включенных маячках. Просто город еще спит. На часах 5:40 утра. Таков его внутренний будильник. У меня даже будильник не зазвонит, я уже просыпаюсь. Но будильник я все равно всегда ставлю по привычке. У меня каждый... Ну, один раз, если я позволяю прийти попозже, это субботу. В субботу я прихожу из дома, выезжаю в 7 утра. В профессию Динар Гильмудинов пришел сразу после армии, рядовым инспектором дорожно-патрульной службы. Нес ее вот на такой вазовской копейке, ярко-желтого цвета. Теперь такой автомобиль – раритет, тогда еще доблестной милиции. Вот это патрульный автомобиль, вот на таком мы ездили. На панели была скорость 40 км в час. За нарушение? Ну, за нарушение тогда... Камер-то не было? Камеры не было, и сотрудников не наказывали. Эти ручки еще ломались они раньше, да? Потому что раньше мы всех нарушителей сажали в машину. Раньше была такая... выдирали постоянно, да, вот особенно пьяные водители. Это сейчас у него на погонах 3 большие звезды, а на заре карьеры, а это 30 лет назад, старшина Гильмудинов патрулировал город, его участок район Центрального рынка и площадь Володарского вот в таком наряде. Штаны-галифе, сапоги, белая портупея. Правда, каску, говорит, ему не выдавали. Ну, только у нас вот эта одежда немножко другая была. Ну, галифе у нас были. И каски были? И каски были, кто не на патрульной, кто на мотоцикле ездил. А вы на мотоцикле не ездили? На мотоцикле я не ездил. А вот блатные номера были, да еще какие. Вот у вас красивые номера висят? Нет, у меня самый обычный 583. Номер какой попался, такой попался. Да, был у меня такой момент, когда я инспектором ДПС был, у меня был номер 007. Ну не по блату, по очереди. К 6 утра на столе у главного госавтоинспектора республики вся оперативная сводка происшествий на дорогах за ночь, разбор полетов и уже через пару минут информация в соцсети. Полковник Гильмудинов – топовый блогер. В подписчиках 112 тысяч человек. Число просмотров за 3 миллиона. Фотография для поста в Инстаграме с пожеланием «Доброго утра» автомобилистам делается из этого окна. Лично. Вот ответ на извечный вопрос. Страницу ведет сам. С первого дня моей службы начальником управления ГИБДД поехал в Москву на назначение, купил портфель. Кабинет начальника управления ГИБДД республики, стоит отметить, без излишней роскоши. На рабочем столе среди кипы бумаг с пометкой на подпись сувенир от первого президента Муртазы Рахимова. Именно при нем ровно 15 лет назад и сел в это кресло. Это редкие кадры, сохранившиеся в архиве. Тут же на столе 101 цитата Владимира Путина. И вот уже что неожиданно, государь Никколо Макиавелли. Рядом хоккейная майка с 10-м номером. У нас есть хоккейная команда, вот видите, Гильмудинов. Ну, могу играть, но не играю. У меня 10-го день рождения, 10-й позывной у меня, да, и вот поэтому номер 10. Здравствуйте, товарищи! Своеобразная летучка в городском полку ДПС. Наставление, обсуждение графика работ, ну и куда без разбора полетов. Новая смена патруля заступает на службу. Чтобы ранним утром город не встал в большую пробку, их рабочий день начинается гораздо раньше.
По пути на совещание есть время поговорить о личном, о большой детской мечте. Это были часы «Восход», ради которых Динар Гильмудинов устроился на кирпичный завод, будучи еще 10-летним мальчишкой. В то время часы это было роскошь, так скажем. Да, часов-то, можно сказать, не было. Если были, но не каждый мог себе позволить купить часы. Но я на первую свою зарплату, которую я получил на кирзаводе, пошел, купил часы. Купил часы, никому, ни родителям не говоря, получил получку, сразу пошел в универмаг и купил часы. А вот выданные родителями первые карманные деньги, вспоминают, ушли не по назначению. Родители 20 копеек дали мне в парикмахерскую. Я в конечном счете пошел в парикмахерскую постричься под лысину, потому что под лысину постричься было 10 копеек, у меня осталось 10 копеек. Я пошел в столовую, купил, так скажем, чай взял и макароны с подливом взял. Как будто дома не кормили, в столовой было вкуснее. Макароны с подливом в рабочей столовой вкусом товарищ полковник спустя годы не изменяет. В списке кулинарных слабостей, а он небольшой, еще учпачмаки, манты, но исключительно маминого приготовления. Как родила, и машина застряла, раньше же таких дорог не было. Он же у меня на дороге родился, когда я его родила на дороге, поэтому он гаишником стал, наверное. А уже в 14 лет едет на республиканский слет юных инспекторов дорожного движения. Победный подарок – фарфоровую кружку бережно хранят в шкафу. Тут же детские открытки, фотографии, грамоты за хорошее воспитание сына. Повышенный спрос прежде всего с себя – это у Гильмудинова еще с малых лет. Его и брата тоже в угол поставил отец. На полчаса, на 30 минут. А старший брат, Вадим-то прощения попросил, вышел. Я говорю, Улам, говорю, ты тоже прощения проси, говорю, отца. Нет, я вырасту, говорит. Потом отец тоже говорит, ладно уже, говорит, нет. Постоял до 30 минут, так и не вышел. А уроки не прогуливал? Нет. У нас насчет У нас отец потом даст прогулять уроки. У нас отец строгий был. У нас отец вообще ничего не говорил. Он просто на нас смотрел, Да. мы все понимали. Все по стойке смирно. Ремень? Нет. Ну, ремень был. Ну, он Это мой класс, кабинет физики. Мы 9-10 класс, где я мыл полы. Характер будущего начальника управления ГИБДД республики закалялся вот в этой школе села Мишкино. Окна на 2-м этаже. Вспоминают, как с мальчишками здесь катались по водосточным трубам, а после уроков помогали колхозу. Классный руководитель, которая вела с 6 по выпускной, подтверждает. Вместе убирали свеклу, готовили корм фермерским коровам. Выезжали в походы. Ученик Гильмудинов уже здесь был лидер, староста класса. Вот он. Угу. Ближе к девочкам. Ага, ближе к девочкам. Ну, замечания всегда бывали. За что? Ну, теперь я вспомнить не могу. Время прошло, сгладило. Как здоровье? Берке. Берке. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Это вот мой директор школы, Юрий Ахач. Спокойно, допустим, по коридору не мог пройти. Обязательно бегом, обязательно кого-то толкнет или свой портфель бросит. Добрый день, товарищи офицеры. Череда совещаний, прием граждан, вновь совещание в управлении, в правительстве, в МВД. И здесь уже без камер. Как сделать дороги республики безопасными, обсуждают уже с выездом на место. Колейность, узкая проезжая часть, отсутствие дорожных знаков зачастую и есть причиной серьезных аварий. Быстро, взяли. 7 тысяч погибших на дорогах – это страшная статистика Динара Гильмудинова за годы службы. Отсюда категорическое неприятие спиртного и пьяных за рулем. Поэтому в рейды по выходным зачастую выезжает сам. Договориться с ним не получится – это его фраза. Даже друг с алкоголем уже враг. Табельное оружие всегда при нем, но применять его за эти годы не приходилось. Ни разу. Стрельба только в тире. Офицер должен быть всегда в хорошей форме. Ну вот, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8. В десяточку, 2 в десяточку. Ну, вот так вот. Это тоже что, эмоциональная разгрузка? Ну, зачем это профессиональная пригодность? Командир, он всегда должен быть командиром. Примером настоящего офицера для самого Динара Загитовича был вот этот мужчина. Много лет назад он работал начальником ГАИ Мишкинского района. Именно у него познавала азы профессии. Кто знал, что так скоро он превзойдет своего высокопоставленного соседа. Как всегда, забегал ко мне и замечание делал, почему ЗИЛ зашел на асфальт. Начальнику ГАИ делал замечание. Да, мне лично.
Как так? Ну, мы соседи жили. Любовь к женщинам, к красивым автомобилям, наверное. Это и вас издружило? Я сам такой же сладкоежка, как он же. Про сладкое друг детства, как выясняется, не соврал. Пирожные, конфеты – маленькая слабость полковника, а вот кексы умеет готовить сам. Кстати, если не чай, то выберет сладкий лимонад. И это тоже вкус детства. Ящиками в подвале стояли лимонад. Приходил быстренько, пил лимонад и ставил пустые бутылки. С детьми, кстати, быстро находят общий язык, умеет заинтересовать и выслушать, убежден. Именно в формате игры правила дорожного движения запоминаются раз и навсегда. Снизить детский травматизм было и остается одной из ключевых задач госавтоинспекции. Пусть права только с 18, а обязанности участников дорожного движения возникают гораздо раньше. Поэтому в школах и детсадах частый гость. Для представителей поколения гаджетов он непреклонный авторитет. 2,5, ты уж на машине ездишь? Ну ты молодец, мужчина. Ну, таких машин у вас не было? Не было, конечно. А впервые за руль, когда удалось сесть? В 4 классе. После 4 класса. Без прав, без прав. Без прав, правда, в поле. Папа дал порулить. Учителей по службе не забывает. Как и круглые даты, 90-летний полковник в отставке Петр Иванов когда-то занимал пост начальника ГАИ Башкирской АССР. Впрочем, с цветами Динара Загитовича можно встретить и в городских автобусах, и на троллейбусной линии. Здоровье вам не болит, а вам безопасно ездить, безопасно возить. И вам от телеканала БСТ тоже презент, чтобы чай был у вас всегда был горячим в салоне. Давайте. Извините, что вас задержали. По его поручению в ГИБДД республики завели традицию. Раз в год, а именно в марте, тормозить машины автоледи и вместо проверки документов дарить им цветы. Можно вас обниму? Спасибо большое. А то все гаишники постоянно ругаются, а вы тут цветы даете. Давайте, аккуратно, до свидания. Недавно Динар Гельмудинов заплатил свой первый штраф. Был, как всегда, пристегнут, но не проследил за скоростью. Честно признается, не приметила временный знак об ограничении. Исключение из правил главный госавтоинспектор республики не признает. Взятки предлагали? Предлагали. Много? Ну, много предлагали. А вы брали? Нет, не брали.